Каша не пригорает, чайник закипает быстро. Программа «Кулинарная азбука» готовит на термостойкой экологичной посуде Хелпина. Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Салам алейкум, здравствуйте. Я Мамаджанов Хуснидин, шеф-повар ресторана узбекской кухни. Мы сегодня открываем кулинарную азбуку на букву У. У – это узбекская кухня. Я сегодня вам буду готовить самых популярных из узбекских блюд – лагман. Лагман происходит от дунганского слова «люмян», что в переводе означает «растянутое тесто». Лагман состоит из двух частей – из лапши, которая раскатывается и вытягивается вручную, и подливы с мясом и овощами, которую называют ваджа. Итак, приступим. Мы сперва начнем готовить тесто для лагмана. Используем основную пшеничную муку. Берем 2 яйца. Грамм 10-15 соли и воды. И все это мы перемешиваем. Тесто не должно быть слишком крутым и слишком мягким, средней плотности. Закрываем пленкой, чтобы она не заветрилась. Пока наше тесто отдыхает, мы займемся подливой. По-узбекски ваджу. Берем мясо. Мы в основном в этом блюде пользуемся говяжьей вырезкой. Нарезки у всех разные, но я люблю резать соломками. Мясо мы порезали, теперь убираем его в сторонку, чтобы оно нам не мешало. А тем временем мы вырезаем овощи. Начнем с сельдерея. Сельдерей придаст блюду специфический вкус. Теперь мы режем пекинскую капусту. Мягкую часть мы убираем. Она нам не понадобится. Это блюдо имеет уйгурские корни. Как мы знаем по истории, узбекский полководец Амур-Тимур, захвативший половину земного шара, какие бы города он ни захватывал, он оттуда брал самых лучших ученых, докторов и поваров. И я думаю, что лагман пришел из Уйгурии к нам в Узбекистан. Для цветовой гаммы мы берем разноцветный перец. Можно еще сюда добавить морковь, картошку, но это основной набор для лагмана. Мы используем зеленую редьку, она дает нам сладковатый вкус. Вместо редьки можно использовать дайкон. Нарезаем его тоже соломками. Теперь мы будем готовить подливу – ваджу. Для этого нам нужен хороший казан с толстыми стенами. Все узбекские блюда мы знаем, что готовятся в казане. Наливаем 200 мг масла. Должно масло раскалиться. Чтобы проверить, наше масло раскалилось или нет, бросаем одну луковицу. Должна она шипеть. Вот мы видим, что масло готово. Лук мы бросаем в самом начале, чтобы дал аромат. Доводим лук до золотистого цвета и бросаем в казан мясо. Вот мясо у нас уже готовое, золотистого цвета. Теперь можно добавлять овощи. Набор овощей для лагмана варьируется в зависимости от сезона. Так как мы готовим традиционный узбекский лагман, то и набор ингредиентов у нас классический. После того, как мясо обжарилось, мы добавили 2 столовые ложки томатной пасты и ароматные специи – кориандр и бадьян. А затем друг за другом стали выкладывать овощи – редьку, сельдерей, китайскую капусту, болгарский перец, чеснок и помидоры. Итак, мы заливаем овощи горячей водой и будем его тушить минут 20-25. А тем временем мы будем дальше готовить лапшу. Разрезаем тесто на небольшие кусочки, для того, чтобы нам удобно было раскатывать его. Чуть-чуть берем масло, чтобы тесто не прилипло. Тесто раскатываем так. Начинаем с серединки, раскатываем. Движения должны быть плавными, чтобы не порвать тесто. Разные способы есть раскатывания теста.
Большинство его раскатывают так, руками на столе. Также его можно и тянуть. Разницы нет, но лапша должна быть тонкой 3-4 мм. Вот такими ловкими движениями его наматываем в руки. Наша лапша, как видите, получилась длинной, тонкой. Теперь бьем ее об стол и тянем. Теперь его можно поместить в воду. Перемешиваем вилочкой, чтобы она не прилипла. И как только вода вскипит, мы его убираем и заливаем холодной водой. Вот мы промыли лапшу холодной водой и сбрызнули чуть-чуть маслом. Наш ваджу готов. Теперь мы будем подавать лагман. Лагман в Узбекистане блюдо культовое, популярное настолько, что в большинстве семей его готовят на обед и ужин буквально через день. Ну и, конечно же, ни одно торжество, будь то свадьбы или именины, не обходится без праздничного лагмана. А поварские способности невесты на 4-й день после свадьбы проверяют именно готовкой лагмана. В Узбекистане обычно лагман отдается в таких глубоких пиалках. Сверху теперь кладем ваджу. Такой наваристый, такой ароматный. Сверху посыпаем свежей зеленью. Приятного аппетита! Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Попробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Дорогие друзья, сегодня мы с вами готовили одно из самых популярных блюд узбекской кухни – лагман. Надеюсь, вы его приготовите дома и порадуете близких. С вами был Хуснидин Мамаджанов. До новых встреч! Программа «Кулинарная азбука» использует термостойкую посуду Васильевского стекольного завода.